Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Да ты уже начала. Да я уже начала. То есть сейчас люди, в принципе, могут не смотреть сразу. Это ты меня в тупик поставил. У тебя больших вопросов нет. Сейчас нам что, обрезала аудиторию, да? Ты очень опытный служитель. Ну ладно, ну мы это потом уже подрезали. Да, ну конечно, я забыла вопрос. Я пока пофигу. Вопрос-то мой. Может, на церковь. Правильно говорю? Выйти замуж надо. Друзья мои дорогие, не женатые, настало ваше время. Сегодня мы собрали для вас специальный гайд о том, где, как, зачем и почему найти же свою вторую половинку. И сегодня в этом нам гайде поможет Денис Швидко. Это человек, который состоит в успешном браке уже почти 30 лет. Почти, чуть-чуть осталось. И сегодня как раз-таки эту серию мы снимем для людей, которые все же в каком-то поиске, у которых есть вопросы и у которых нет второй половинки до сих пор. Первый вопрос, который... Сразу с вопроса Да, начинаем. конечно. Хорошо. Многих людей терзает вопрос, не Павел ли я? Вообще, как понять, не относится ли то послание Павла, где он говорит, вам лучше быть как я, не жениться, замуж не выходить, но посвятить жизнь Христу. Как вообще понять все-таки, твой ли это путь? Не, вообще надо помнить первоначальный Божий план, что когда Бог создал человека, он для него помощницу создал, и эта помощница, она была дана ему как полнота в его жизни. Он сказал, плодитесь, размножайтесь. Вот это был изначальный план. Вот. Но такие, как Павел, это люди, которые заняты место построения семьи, они заняты служением, и это люди, которые вовлечены в гигантский труд Божий, в расширение Царства Божьего. Таких, как Павел, в принципе, на 2 руках можно посчитать. На самом деле это редкий очень дар быть безбрачным, и большинство людей, они все-таки созданы для того, чтобы вторую свою половину заиметь. Вот поэтому, если человек задумывается, а Павел ли я, то надо подумать о своем служении и о том труде, в который человек вовлечен. Если это реально гигантский труд, и ему там не до семьи в этот момент, и он понимает, что семья будет отвлекать его от исполнения предназначения Божьего, то, конечно. Тогда вот у меня вытекающий вопрос из этого. Вы как люди, функционирующие не только как супружеская пара, но и пара служителей, не дополняют ли супруги друг друга и в служении также? Есть 2 вида семей. Семей служителей тоже. Семей. Да, есть служители, которые, они функционируют как команда. И они дополняют друг друга своими дарами, они дополняют друг друга в служении и балансируют друг друга. А есть служители, то есть муж и жена, которые занимаются вообще разными служениями, и их служения могут не пересекаться. То есть здесь нет какой-то формулы, например, сказать, что семья должна быть вот только вот такой или только вот такой. Это, странно очень, потому что все семьи очень разные, и призвание людей очень разное. И, например, мужчина может заниматься душепопечением, женщина может заниматься совершенно там служением, которое не связано, например, с людьми. Она может заниматься администрированием или, хоть чем. То есть это могут быть вообще не пересекающиеся служения. Есть, например, пары семейные, которые изначально были призваны, так как я со своей женой. Мы призваны были всегда служить, дополняя друг друга, и служить как команда, служить как тандем. Поэтому тут нет ничего страшного, если что-то так или что-то не так. То есть все может быть по-разному совершенно. Формулы нет никакой. Где вообще искать свою вторую половинку? Вот ты уже дошел до того возраста, когда уже пора, уже все родственники говорят, ну где, брат, жена твоя? А ее все нет. Где ее найти? Вообще, вот когда родственники говорят, надо убегать от таких родственников, потому что когда попадаешь под давление общественности, родственников, какого-то круга общения, когда типа все говорят, все женатики, а я там один остался не женатик, человек начинает из-за этого давления делать глупости разные. То есть он начинает пытаться по плоти какие-то вещи создать, какие-то вещи сформировать, которых пока что нет, потому что, может быть, еще времени Божьего нет. Когда мы говорим о том, где искать вторую половину, если я сам в церкви, то надо искать в церкви, соответственно. Вот если церковь маленькая, надо строить отношения с другими церквями. Если церковь маленькая, слава Богу, существуют разные молодежные
конференции, движения, разные молодежные служения. И люди, в принципе, могут приходить, общаться в эти молодежные служения и находить друг друга таким образом. Мы, например, с Алиной нашли друг друга в библейской школе. То есть, ну, там мы начали общаться. Конечно, мы были в одной церкви, я ее знал еще до того, как я уверовал, так случилось. Вот, и это самый, наверное, классный вариант, когда люди, они находят друг друга в одной церкви. Но бывает так, что человек приехал куда-то на конференцию, с кем-то познакомился, вообще там из другого мира с человеком познакомился, они начали общаться, потом они поженились, создали семью, эта семья прекрасной стала. Есть люди, которые в интернете друг друга находят. Было время, когда мне казалось это вообще каким-то безумием, но я уже знаю несколько семей, которые есть. И спасибо интернету, это какие-то даже сайты, христианские сайты знакомств. Но Ссылки оставлять не буду. я и не знаю такие сайты, но и так тоже люди находят друг друга. Находят люди, как еще друг друга. Бывает, что, например, каких-то старых знакомых или старых друзей у человека в сердце огромное есть позвать в церковь. Через него этот человек приходит в церковь, становится верующим, а потом они вдруг через какое-то время становятся семейной парой. И до сих пор эти семьи существуют. И опять-таки тоже это опыт, и это есть. Но искать надо внутри церкви однозначно. Не ищи себе жену в мире, не ищи себе мужа в мире, потому что можно нахлебаться выше крыши с людьми, которые не знают Христа, и потом пытаться его изменить, потом пытаться его куда-то тащить за Христом. И это, как говорили когда-то, трудная работа тянуть из болота бегемота, да, мне кажется, что такое. Это очень трудная и очень мучительная вещь. Потом пытаться своего неверующего мужа или неверующую жену как-то вовлечь, Преобразить. да-да-да, преобразить и вовлечь в христианскую жизнь, ну это просто, и это и глупо, и это не план, и не путь Божий. Если прям хочется выйти замуж за этого человека или жениться на этой девушке, то просто наберись терпения, дождись, что Бог с этим человеком что-то сделает, что этот человек по-настоящему посвятит прежде всего себя Христу. Самая трудная задача, например, посвященному Христу человеку, построить свою жизнь с человеком, который вообще не посвящен Христу. Потому что у него как будто бы нет корня, нет основания. И это люди совершенно на разных основаниях строящие, на разных основаниях стоящие. Самая большая глупость, когда верующие пытаются с неверующими что-то построить. Развеем такой миф христианский о том, что твое от тебя никуда не денется, и в принципе можно даже не напрягаться, ждать, Нет, но пока этот человек... этот миф могла развеять только моя жена, потому что я всегда в этом смысле кальвинист. Я всегда верил в предизбрание, предопределение, что для тебя есть твой человек. Конечно, я считаю так, что когда ты идешь к этому человеку, есть люди, которые делают глупые ошибки, и они хватаются за все подряд вокруг себя, и они не могут по определению дождаться своего человека. И они могут сделать глупости, они могут завязывать отношения, пытаться построить отношения совершенно с посторонними людьми, которые изначально посторонние. Не тот. Да, это вообще не тот вариант. Я считаю так, что лично вот как это у меня работает, что Алина это тот самый человек, который должен был быть в моей жизни. Она идеально балансирует меня, она идеально дополняет меня, мы вместе с ней идеальный тандем, я понимаю, что я нуждаюсь в ней, в служении, в ее дарах, в ее призвании, в том, как она может, в том, что она делает. И мы друг друга очень круто дополняем. Я вижу себя, например, в полноте в служении вместе с ней, я вижу себя в жизни вместе с ней в полноте. И я понимаю, что никакой другой человек, никакой, может быть, там другой набор даров, он бы не смог мне настолько помочь в том, чтобы я достигал даже своего собственного призвания. Поэтому я верю в этот миф. Я не могу его развеять. Алина бы развеяла, может быть, тебе. Вот. Но я верю, что есть у Бога один какой-то Божий человек. Один единственный. Не, ну для меня пока что так. Я могу, конечно, умничать, я могу рассказывать одно, другое, третье, но это мой опыт. Это мой опыт, я в это верю. Нужно ли молиться за своего будущего мужа или жену, и со скольки лет вообще это начинать? Я как подросток была наивная, я молилась за мужа и верила, что так и должно быть. Не хочу не тоже, а здесь вот тоже и есть огромное количество мифов и огромное количество взглядов, теорий. И причем что одно, что другое может для кого-то работать, для кого-то может не работать. Потому что я, вот честно, я молился за дом, я очень много молился за служение, я очень много молился за то, чтобы мне что-то делать в Царстве Божьем, для Царства Божьего. Но я не помню, чтобы я молился за жену. Вот, то есть я не помню таких каких-то молитв, я не просил, я не говорил, Бог,
там пошли там, в мою жизнь голубоглазую блондинку, там, я не знаю, с какими-то параметрами. Хотя есть люди, которые какие-то параметры задают, и они эти параметры прям требуют у Бога. Я не знаю, как это работает, я не молился. Это Мгм. все произошло как-то само собой. Я тут считаю, что есть один принцип Божий, что там написано: ищите прежде всего Царство Божьего, все остальное, в том числе муж, жена, там дети, работа, все остальное, по идее, должно прилагаться. Но когда ты первое ставишь на первое место, я так думаю, что все остальные вещи Бог в твоей жизни начинает как пазл складывать в свое время, и это такой большой... Жизнь это вообще большой пазл. Это семья, это работа, это деньги, это взаимоотношения, это люди, это общество, это церковь, это отношения с Богом, это Царство Божие, и вообще мой труд в Царстве Божьем, это гигантский пазл. Но первое, это Бог и служение Ему должны быть на первом месте. Все остальное, тогда весь этот пазл, он будет складываться. Невозможно Бога выкинуть, то есть главное убрать с главного места, с первого места, и начинать вот с этих каких-то второстепенных вещей, которые должны вокруг Бога Мгм. складываться. Вот, поэтому я вообще всегда молодым людям советую так. Молись, конечно, чтобы было Божье время, чтобы в Божье время был правильный человек, но лучше молиться тебе не за него, а молиться за себя, чтобы Мгм. ты был готов для того, чтобы, когда придет время, выходить замуж, жениться, чтобы ты был готов. Чтобы ты был готов духовно, материально, чтобы ты был готов психологически, чтобы ты был готов, например, стать мужчиной, стать мужем, стать отцом, то есть понести определенную ответственность. Например, мужчина должен молиться за себя, как за человека, который вступает в позицию мужа. Женщина должна молиться за себя, чтобы ей быть по-настоящему способной покоряться, любить, уважать, быть той женщиной, которая описана в Писании. Вот, поэтому лучше молиться за себя. А если мы вернемся к критериям? Вообще, должны ли верующие придерживаться каких-то критериев и какие это должны быть критерии, если вообще у нас есть критерии? Например, я хочу выйти замуж. Да. Какие критерии по отношению к молодым людям должны быть у меня, как у человека, как у женщины, как у девушки? Ну, мы же много раз говорили об этом, и снова повторяюсь, потому что это база. Э, Это база. Должно быть три вещи, которые в твоем будущем супруге должны тебя радовать. Три вещи. Или не то, что даже радовать, они как минимум должны совпадать с твоими. Первое — это духовные, скажем так, духовная общность какая-то должна быть. То есть, во-первых, вы вместе верите в одно и то же. Мгм. Вы вместе имеете духовное видение, духовное понимание вещей одни и те же. То есть там не должна быть коса на камень нашла, да, то есть я верю там, в крещение Духом Святым, а я верю в то, что языки не от Бога, да, и это будет постоянно э, бадание какое-то Мгм. в семье, причем это очень странное бадание. Вот, духовная совместимость какая-то должна быть. То есть люди должны духовно быть близки, и у них должны быть одинаковые духовные воззрения, одинаковое духовное понимание, видение духовной жизни, какого-то духовного развития своей семьи. То есть у вас должна быть одна общая духовная база. Это раз. Второе, поэтому, кстати, очень сложно, например, людям из разных церквей с разной какой-то, с разным богословием, с разным взглядом на элементарные вещи, им иногда очень сложно потом строить семью, потому Мгм. что у них базовые вещи, они конфликтуют, да, между собой. И, например, очень сложно, если человек, он чувствует у себя там духовное призвание миссионерское, а вторая его половина, она, к примеру, хочет жить на одном месте где-то и растить 15 детей и заниматься, знаете, вот как гусыня, какими-то вот вещами вокруг себя что-то строить. Вот, поэтому тут важно, чтобы духовные взгляды, они совпадали. Второе, есть какая-то душевная основа, душевная база. То есть тебе должно быть интересно с этим Мгм. человеком просто общаться. Вот ты сидишь с этим человеком, общаешься, у вас совпадают, скажем так, уровень интеллекта хотя бы на одном уровне. Сложно, например, если ты там кандидат наук, а я твой жених, 3 класса закончил, и у нас совершенно Разный уровень не мышления. то, что между нами пропасть, между нами вообще космос. Я говорю на примитивном языке, ты говоришь о вещах, которые для меня вообще недостижимы. Это очень сложно что-то здесь строить. Очень сложно найти какие-то точки соприкосновения. С таким человеком тебе просто неинтересно будет. Что одному, что второму будет неинтересно. Потому Мгм. что между нами пропасть. И, конечно, это должна быть какое-то физическое влечение. То есть тебе нравится этот человек, тебе нравится, как он выглядит, тебе нравится его лицо, тебе нравится его фигура, тебе нравится с этим человеком время физически проводить. И это все, вот эти вот три вещи, это базовые вещи.
И на этом строится успешная семья. Если одна из этих базовых вещей выпадает, то есть, например, у нас нет точек соприкосновения там, на интеллектуальном уровне или в духовном плане, то рано или поздно будет происходить большой раскол в семье. Вот это критерий, наверное, самый главный. Это то, как, когда ты общаешься с человеком, это то, когда ты начинаешь узнавать больше человека, ты для себя решаешь, что да, мы очень близки духовно, нам интересно проводить время друг с другом, потому что мы примерно одинакового интеллектуального там, уровня, взгляда и тому подобное. И, конечно, этот человек, есть какое-то физическое влечение, он мне нравится. Этот человек просто прекрасен собой. Выглядит как минимум для меня. А какой возраст отличный для женитьбы, замужества? Вообще, как понять, что человек готов или что уже вот время, пора бы Ну, озадачиться? вот смотрите, если мы сейчас просто поставим опять какие-то рамки, скажем, например, мужчина там 25 лет, женщина 23 года. Но мы можем согласиться с тем, что есть, например, ребята в 25 лет, они ведут себя как 14-летние подростки. Он все еще под маминой юбкой, он не может о себе позаботиться, этот человек не способен зарабатывать, этот человек не способен взять ответственность за свою собственную жизнь. И в 30 лет такие бывают, и в 35 лет такие бывают. Я однозначно могу сказать для таких людей, им рано жениться, им рано пытаться построить семью, потому что это человек, который не способен даже о самом себе позаботиться. Как он будет заботиться о второй половине? Никак. Он просто все, чем занималась раньше его мама, то есть она заботилась о нем, он просто это переложит на свою жену. В конечном итоге вырастет такой вот брак, где жена является мамой, а где мужчина, который должен быть главой, он является фактически очередным ребенком. Поэтому есть ребята, которые 18 лет готовы, они уже способны строить семью, они уже способны брать ответственность за себя, за тех, кто в его жизнь пришел. И есть ребята, например, которые в 35 лет ни на что не способны. Поэтому тут сказать какую-то цифру или какое-то число очень сложно. Надо смотреть или надо видеть, как человек живет. Поэтому молодым людям мой совет, большой совет. Размышляйте, смотрите на этих людей, с которыми вы строите отношения, на свою вторую половину. Это может быть инфантильный человек, то есть он вроде бы выглядит как мужчина или выглядит как женщина, но внутри это ребенок, это недоразвитый человек. Позвольте Богу этого человека вырастить, чтобы потом не жалеть, чтобы потом не строить брак с ребенком. Это печально. А вот ты говорил о том, что нужно молиться о самом себе, чтобы быть готовым к браку. Какие качества, например, что мужчина, что женщина должны культивировать в себе, основываясь на Писании? Давайте будем честны. А мы молимся, мы видим, что Бог меняет нас изнутри, но по-настоящему большой процесс будет происходить только тогда, когда человек вступит в брак. Я вот просто про себя могу сказать, что когда мы поженились с Алиной, мне в тот момент реально казалось, что я уже ангел, что я супертерпеливый человек, что я человек, который скромный. И вот все самые добрые качества, которые можно рассказать про меня, они были про меня. Я уже в принципе думал, что я такой ангел Божий. Потом, когда коснулось, ты встречаешься с человеком, у которого другой уклад жизни, у нее есть свой характер, у нее есть свои взгляды, ты понимаешь, что ты нетерпелив, ты раздражителен, у тебя есть гнев, у тебя есть претензии, обиды, у тебя есть эгоизм. То есть это все начинает каким-то образом откуда-то, где-то оно было спрятано, да, оно начинает просто фонтанировать из тебя. Вот тут, я думаю, самое главное качество, когда люди вступают в брак, качество, которое называется смирение, это способность признать свою неправоту. Не оправдываться, не говорить, да это все из-за тебя, если бы не ты, я бы не начал. А это способность анализировать свое поведение, способность анализировать свои действия, свои мотивы и способность признавать свою неправоту. Вот за это, я считаю, просто каждому сыну или дочери Божией необходимо молиться, чтобы вступить в состояние смирения, в состояние какого-то способности признавать свою неправоту, вот вступить в брак с таким сердцем. Это дорогого стоит, и это самое классное состояние, когда и мужчина, и женщина, они способны учиться, они способны меняться, они способны признавать свою неправоту и способны вместе в чем-то двигаться. А муж и жена это все-таки партнеры? Или же все-таки мужчина это глава, первосвященник, помазанник, а жена просто Ну, шея? вот здесь ты накидала сейчас и библейские, и не библейские вещи. Однозначно, муж это глава. Однозначно. Это человек, который должен быть вождем для своей семьи.
Это человек, который должен быть способен вести куда-то свою семью. Мгм. Глава– это человек, который управляет, это человек, который знает, куда мы двигаемся, он знает, куда мы развиваемся, у него есть видение, у него есть план, у него есть понимание пути. Конечно, жена, она соглашается с ним, и она вместе с ним, она вступает в такое согласие, в смирение, в согласие, и когда это происходит, тогда это тандем. Мгм. То есть там есть и глава, и помощник, но когда они вместе, это тандем, они двигаются в одном направлении, они друг друга поддерживают, они вместе со Христом, они что-то вместе тогда способны делать. Поэтому важно, чтобы мужчина, он занимал свою настоящую позицию. Это не просто человек, который навязывает свои какие-то идиотские взгляды, как надо жить. Это человек, который по-настоящему ищет Бога, он по-настоящему встречается с Богом, он переживает Бога, и он это Божие несет в свой дом. И любой здравомыслящий, боголюбящий человек будет это принимать. Будет это воспринимать. Любой. Поэтому, если жена, она здравая, и она попадает под здравое руководство, ей очень легко будет покоряться. Очень легко ей будет. Это не будет что-то такое, где ей постоянно надо будет себя переламывать. Вот, когда безинициативные мужья, которые никуда не идут, которые не являются вождями, которые ни за что не хотят брать ответственность, то в таких семьях всегда происходит ситуация, когда женщина просто вынуждена Мгм. брать первенство в своем доме. И здесь сказать, что на все 100% только женщина виновата, 50 на 50. Прежде всего был мужчина неправ, прежде всего мужчина не исполнял свою функцию, поэтому женщине пришлось встать там на позицию человека, который рулит. Но это не ее позиция. Она будет страдать, она надорвется, она будет мучиться постоянно от этого. Поэтому любая женщина, она расцветает тогда, когда есть мужчина, который берет ответственность, он инициативный, он вождь в своем доме. Вождь. Вождь. А вообще, если мы откатимся назад, что такое семья в библейском понимании слова? То есть, если мы возьмем там социальное понимание, это ячейка общества, завет между там, мужчиной и женщиной, в некоторых странах это вообще между двумя людьми, тремя людьми. Что такое семья вот в Божьих глазах? Между двумя мужчинами, хотел сказать, или двумя женщинами. Ну, Некоторых раз, странах, да. Но где-то можно даже трое. Что такое семья с позиции Писания? Да. Ну, однозначно, это узаконенное отношение между мужчиной и женщиной. Мгм. А семья– это не просто два человека, которые там полюбили друг друга, сказали, о, мы друг к другу подходим, мы хорошие люди, давай будем вместе жить, там, вместе будем спать в одной кровати. Нет, семья начинается не с этого. Семья начинается с момента, когда человек понимает, что это его вторая половина, Мгм. они вместе соглашаются, они понимают, что они хотят пройти вот жизненный путь вместе, Мгм. и это люди, которые идут в ЗАГС. Именно, идут в ЗАГС. Октябрьский. Они в Октябрьский, в любой ЗАГС, они подписывают определенные документы, и после того, как им в паспорта ставятся печати, после этого они становятся мужем и женой. Вот. Семья– это то, что было изначально задумано самим Богом. Мгм. Это не то, что люди придумали, это не то, что придумало общество, это не те ценности, которые в обществе культивируются. Это изначально Божий план для мужчины и для женщины. То есть каждый человек, когда он становится взрослым, он предопределен, таким образом он сделан внутри, что ему нужна вторая половина противоположного пола. Мгм. Это и продолжение рода, это и совместное, какой-то труд совместный, и, ну, уже будучи, например, мы все в Новом Завете, это совместное служение для Христа. Мгм. Вот. И в конечном итоге вот эта вторая половина для тебя становится самым близким, самым дорогим человеком. То есть это то, что изначально называлось одной плотью. Это когда два человека, они уже дополняют друг друга, они функционируют вдвоем как одно целое. Это такой божественный, я не знаю, божественный план для человека, чтобы у него была эта вторая половина, и с этой второй половины он достиг многого. Еще говорят о семье такие хорошие слова, что, например, то, что я достиг бы один вместе со своей семьей или вместе со своей женой, я могу достичь не на 2 умноженное, а в несколько раз больше. Как Мгм. это слово называется? Синергия, да? Синергия. 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 Да, то есть Вспоминаем когда слово. 1 плюс 1 равно не 2, а равно 3. То есть мы настолько друг друга дополняем, и мы настолько эффективны вместе, что, например, если бы я прожил 2 жизни, я бы не смог сделать столько, сколько я с этим человеком за одну жизнь сделал. М. Ну, если так смотреть. На самом деле о семье
Конечно же, можно говорить очень много. Семья — это вообще гигантская тема. Вообще семья — это то, что влияет на нас, то, что на нас отпечаток определенный накладывает. Это то, откуда у нас могут быть и страхи, и разного рода терзания, и разного рода там люди могут быть забиты, зашуганы. Это все семья. И в том числе человек расцветает, в том числе человек раскрывается благодаря семье. Вот, Мгм. поэтому, насколько семья, она способна видеть себя в плане Божьем и посвящает себя Богу, настолько Божьего может проявляться в этой семье. Конкретно, если мы говорим о церкви поклонения, есть ли какие-то конкретные правила или ограничения, запреты, разрешения и так далее для вот людей, для ребят, которые еще не вступили в брак, Но до 17 лет мы, конечно, запрещаем вступать в брак. а Я встречаться? шучу. Но это глупо, например, встречаться там 14-15-летним подросткам, потому что ты не собираешься, к примеру, там до 22, 25, 23 лет, там, ну, то есть еще в ближайшие 5, 7, 8 лет ты не собираешься вступать в брак, и вот Мгм. эти вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной, они все равно могут привести, не могут, а чаще всего даже приводят к тому, что люди попадают в такое состояние, которое называется блуд. Это то, из-за чего людей отлучают от церкви. Это то, что апостол Павел говорил в послании к Коринфянам, что люди, которые находятся в блуде, они Царство Божьего не наследуют. То есть Мгм. это очень важная вещь в церкви, чтобы человек, он сохранил себя до брака, чтобы он сохранил себя для того единственного, для того, который должен стать моей второй половиной. И это требование, которое мы точно так же в церкви имеем по отношению к молодым людям, чтобы они не имели отношений, сексуальных именно отношений, интимных отношений до брака. Вот какие еще требования? Конечно, мы не приветствуем и мы не будем никогда благословлять людей, которые собираются выходить замуж или жениться на неверующих, Мгм. потому что так апостол Павел, опять-таки, в послании к Коринфянам говорил, что невозможно построить брак с неверующим, и он вообще говорил, что общего может быть у этих людей. Мгм. То есть самая главная составляющая брака Христос, он будет отсутствовать у одной из частей этого брака. Поэтому это, ну, все это будет бессмысленно. Вот. Это как минимум второе ограничение. То есть мы людям говорим, что храни себя до брака, Мгм. от секса до брака. Мы говорим людям о том, что твоя вторая половина э, Исключительный. должна быть верующей как минимум, и это должен быть человек, который как минимум встретился со Мгм. Христом и живет для Христа. Мгм. Ну, что еще сказать? Третье. Наверное, третьего больше нет. Нет больше никаких ограничений. Все остальное, я считаю так, что это должно быть с рассмотрением. Есть какие-то, например, исключения, есть какие-то дополнения, Мгм. есть какие-то ситуации, когда ты разговариваешь с человеком, и ты понимаешь, что какие-то вещи неприемлемы совершенно. То есть у каждого может быть какая-то своя ситуация. И мы разговариваем с людьми, когда люди говорят, что мы хотим вступить в брак, мы общаемся с людьми, мы разбираем каждую ситуацию. Есть вот, например, как я уже говорил, что есть ситуации, когда девушки собираются выходить замуж за парней, которые все еще подростки. И Мгм. ты объясняешь, для тебя это самая большая глупость, которую ты сейчас можешь сделать. И ты потом будешь кусать локти всю свою жизнь, потому что ты приобретешь не мужа, а ты приобретешь себе очередного ребенка, за которого, да, ты будешь всю свою жизнь потом нянчиться с ним, нести его бремена, там, за него заботиться или о нем заботиться. И это будет бесконечное просто мучение в твоей жизни, ненужное совершенно. То есть там уже с рассмотрением. То есть это все Мгм. индивидуально. Конечно. Есть ли такая фишка в церкви, что там вот ребята начали встречаться, и вы торжественно объявляете, вот этот Ага, человек теперь ага. встречается с этой девушкой, Помолвка называется. следите за ними, Помолвка смотрите, называется. чтобы они, Ага, да, сами не гуляли, да. там, И, третьего и, и Есть ли такие вот вещи в церкви? есть люди, которые, которым нужен этот период, который называется помолвка. То есть вот они решили, они договорились, они объявили помолвку, они всем сказали, что теперь все, вот там пройдет еще 3 месяца, они станут мужем и женой. Кто-то совершенно без помолвки строит свою будущую жизнь. То есть нет такого понятия, как помолвка у кого-то. Мгм. То есть, опять-таки, здесь нет каких-то твердых правил, здесь нет какого-то ограничения, что вот мы за то, что если человек начал встречаться через какое-то время, там через 21 день, он должен объявить о помолвке, через 45 дней он обязательно должен торжественно там, скажем так, пройти какую-то торжественную церемонию. Опять-таки у всех всегда все по-разному. Есть люди, которые могут встречаться год.
Есть люди, которые могут встречаться несколько месяцев. У нас, например, с Алиной было, я в мае ей сделал предложение, в августе мы поженились. И у нас не было помолвок. Мы практически никому об этом не трубили, не говорили. Есть люди, которые, например, могут год-полтора жить, быть частью церкви. Все знают, что они жених и невеста, что они помолвлены. То есть к этой девушке никто не лезет, к этому парню никто не лезет. Они готовят себя, и вот через там, 1,5 года они поженились, и слава Богу. У нас в церкви такой традиции нет, что обязательно каждый человек должен объявить и сделать там помолвку. Но если так будет, мы только будем рады. Как ты думаешь, должны ли, вот, например, я часть церкви, и я начала встречаться с Альмиром, предположим. Должна ли я об этом сообщать руководству церкви, или же это моя личная жизнь, это моя зона ответственности, и как бы не лезьте сюда? Ну, прикольно, конечно, твоя зона ответственности, а потом, когда возникнут у тебя проблемы с этим мужем, ты куда пойдешь? К психологу пойдешь советоваться? Нет, ты придешь к Да. служителям и Да. скажешь, у меня есть проблемы. А вот тут интересно, у служителя вот такие глаза будут, они будут говорить, слушай, а когда ты решила или когда ты собиралась выходить за него замуж, ты ни разу не пришла, не посоветовалась, у тебя не было вопросов, у тебя не было желания услышать наши комментарии, то есть ты сделала такое решение на свой страх и риск, может быть, мы были бы против, а ты там, так Пошла, как ты, порешала. да, ты самая умная, ты пошла, порешала, сделала, ну тогда сама разбирайся со своими проблемами. Это было бы логично так служителям сказать. Конечно, служители, они в смирении, Слишком они добрые. занимаются проблемами людей, потому что они, ну, иногда вынуждены заниматься проблемами людей. Но если человек, он уважает руководство церкви, он имеет хоть какую-то каплю смирения в таких важных вопросах своей жизни, конечно, однозначно он придет к своему служителю, которого он уважает, который для него является примером, на которого он смотрит, и он захочет услышать его мнение. Это нормальная реакция любого человека, который ходит в церковь. Если человек, например, собрался куда-то переезжать, или человек собрался радикально что-то поменять в своей жизни, и он там якобы получил откровение от Бога, и он не хочет поговорить со служителями своей церкви, есть две проблемы. Либо эти служители как-то дискредитировали себя, что с ними нет смысла разговаривать на эту тему. Потому что, ну, есть такая сторона вопроса тоже существует. Но второй момент, скорее всего, что у этого человека есть просто огромные проблемы с гордостью. И ему надо учиться, прежде чем делать какие-то большие решения в своей жизни, ему надо учиться в смирении, советоваться с людьми, которых он уважает. Это вообще на этом построены все отношения в церкви. Об этом послание Петра говорит, чтобы вы младшие, вы подчинялись, или там другое слово можно употребить, уважали и советовались с пресвитерами церкви, со старейшинами церкви. Огромное количество людей, они делают большущие ошибки из-за того, что у них нет смирения. Когда ты решил что-то крупное в своей жизни, там, переезд, ты решил радикально сменить там сферу занятий своих, ты решил там жениться, это такие важные вещи в твоей жизни. Приди посоветуйся с людьми, которые для тебя являются авторитетом. Беда, конечно, если ты ходишь в церковь, а эти люди для тебя не авторитет. Я всегда таким людям говорю, если это даже человек из нашей церкви, найди какую-то церковь, где служители церкви будут для тебя авторитетом, с которыми ты будешь учиться советоваться. Не надо придумывать вот эту вот историю, знаете, вот мы часто так делаем, когда нам неохота кого-то впускать в какие-то ситуации, когда нам неохота услышать какое-то мнение, которое противоречит нашему мнению, мы начинаем говорить, это мое личное пространство, не лезьте ко мне. Это там моя зона ответственности, это вообще сюда никто не имеет права лезть. Ну, знаете, тогда из половины изучения Иисуса Христа можно просто смело вычеркнуть из Нового Завета, потому что он говорил личные вещи о деньгах, об отношениях, о том, о другом, о третьем, о десятом. Это все касалось какого-то личного пространства человека. И точно так же апостол Павел, точно так же все послания, они всегда говорят о каких-то вещах, которые лично что-то у нас, чего-то личного касаются, моего внутреннего пространства. Там, не греши, это все, это мое личное пространство, я хочу грешу, хочу не грешу, хочу курю, Извините. хочу не курю, да, то есть и ты тут лезешь ко мне со своими советами, что ты в мое личное пространство вторгаешься. Ну, если такая позиция, это чаще всего позиция человека просто не способного смиряться, и в этом уже сразу беда, все. Ребята поженились из двух разных церквей. Что, жена должна переходить в церковь мужа? Конечно, я говорю так всегда. Если это ребята из нашей церкви, я говорю, обязательно к нам приходите, обязательно к нам Да, даже приходите. если Да. наоборот. Тут опять-таки вот они встретились. Для них надо до того, как они заключили брак, до того, как они вступили в семейные отношения, им надо решить эти вопросы. Им для себя надо внутри
решить. И тут, например, многие ломают волю девушек, волю женщин. Они говорят, так как ты жена, ты все, ты пойдешь там в церковь к своему мужу. Там охота всегда сказать, в смысле? То есть из-за того, что она жена, это не значит, что она ходит в какую-то неправильную церковь или да, в худшую церковь. Тут надо решать. Это надо изначально договариваться. И изначально нужно быть способным к тому, чтобы вести диалог. Есть, например, прецеденты, когда люди из разных городов, они выходят замуж или там женятся. И, конечно, если, например, я там из какого-то крупного города, я там потащу к себе в крупный город, потому что я буду говорить, ну, у меня, типа, крутой город, а у тебя там какой-то колхоз, поэтому давай из своего колхоза я тебя заберу и будешь в моем городе жить. Нет, так нельзя. Здесь надо, чтобы эти два человека здесь уже научились молиться, искать Бога, Мгм. договариваться, и опять-таки слыша Бога договариваться, а не договариваться так, ну ладно, ты там сильный, Давай чекнемся. да, давай чекнемся, или ты там сильный, я понимаю, что мне против тебя очень сложно будет пойти. Нет, тут надо изначально договариваться, прежде чем вступать в брак. Я за то, чтобы ребята и девушки из Приходили к нашей нам. церкви, они оставались в нашей церкви, все остальные приходили к нам. Ребят, если вы вдруг присмотрели кого-то из нашей церкви, знаете, вам придется ходить Придется к нам. переехать, да, вдруг вы из какого-то другого города. Да. Какие ты советы дашь ребятам, которые в поиске, в ожидании, которые очень хотят выйти замуж или там жениться, но пока этого не случилось? Какие напутственные слова, либо советы ты дашь таким людям? Первое, храни себя. Как мы уже говорили, храни себя, храни свое сердце от любых вещей, которые будут приносить соблазн. То есть храни себя от любого флирта, если ты понимаешь, что этот человек, к примеру, он не твоя вторая половина, не делай так, чтобы душевно сближаться с этим человеком. То есть храни себя от всех всевозможных каких-то капканов, которые может построить твоя собственная душа. Тут даже нельзя сказать, дьявол может построить, а именно твоя собственная душа. Потому что мы иногда с неправильными людьми, мы внутри понимаем, но мы все равно лезем в эти отношения. Мы с неправильными людьми пытаемся строить отношения душевные. В конечном итоге из этих душевных отношений люди попадают в физические отношения, я имею в виду, в сексуальные, там, в блуд. И потом они очень-очень долго пытаются отмыться от этого, пытаются как-то свою жизнь восстановить. Поэтому храни себя от глупых отношений с неправильными людьми. Это первое. Второе, уже прямо сейчас начинай строить свою жизнь таким образом, чтобы тебе готовить себя к браку. Если ты мужчина, к примеру, начинай заботиться о себе, зарабатывать деньги, начинай делать что-то для того, чтобы ты становился независимым от родителей. В плане, например, ты взрослый человек, строй финансовую базу, строй, например, там, начни снимать квартиру, начинай жить один. То есть сложно человеку, который всю свою жизнь жил с мамой, потом он женится и он переезжает на какую-то там съемную квартиру, он будет к жене относиться как к маме. Он будет ожидать, что его жена будет о нем заботиться, как его мама о нем заботилась. Вот, поэтому стань человеком, который взрослеет, который по-настоящему взрослый. Если ты все еще не способен отлепиться от своих родителей, если ты все еще не способен эмоционально, физически, материально отлепиться от своих родителей, это значит, ты все еще не способен для того, чтобы строить семью. Вот, поэтому для этого всего надо готовиться. Женщина, ну или девушка, точно так же могу сказать, что просто будь способна сегодня не то что к независимости, а будь способна сегодня жить такой жизнью, чтобы тебе учиться брать ответственность за себя, брать ответственность за свою жизнь. Многие люди говорят, ну вот там девушка, она должна быть в семье с родителями, и потом родители ее передают мужу. Да, можно с этим согласиться, но если это все еще ребенок 25-летний, это ребенок, о котором постоянно кто-то заботился, это ребенок, которому постоянно указывали, это ребенок, который без опеки, он не способен сделать ни одного шага, это будет беда для будущего мужа. Вот поэтому готовь себя духовно, готовь себя физически, готовь себя эмоционально к тому, что ты будешь жить взрослой жизнью. Все? Да, каких-то формул, таких прям, которые можно произнести и сказать, это первое, это второе, это третье, практически не существует. У всех какая-то своя ситуация. И опять-таки сказать, например, что вот должно быть только так и не иначе, ну, нельзя так сказать. Есть люди, которые, например, я слышал истории, где люди говорят, что там семья должна там состояться после 21 года. То есть это
То есть это должны быть люди, которым исполнилось больше 21 года. Я уже не попадаю в эти рамки. То есть мне было 18, я сделал Предложение. предложение. В 19 я поженился. Вот. Есть люди, которые говорят, что, например, мужчина должен быть старше жены однозначно. Опять не И попадаешь. опять не попадаю, да. То есть, по идее, давным-давно этот брак должен был бы рухнуть, и это должен был бы быть сущий ад, но все иначе. То есть это все человеческие какие-то рамки, которые люди ставят. Печально, что это в церкви произносится как Слово Божие. Мгм. Это в церкви иногда произносится как формула, якобы пришедшая с небес. Но это просто выдумки человеческие. Это, это правила, которые люди выдумывают. И чаще всего у какого-то количества людей эти правила вообще не работают. Потому что это не Библия. Это не Библия. Ребят, если у вас есть вопросы, если вы хотите, чтобы мы озвучили какой-то вопрос Денису и чтобы мы осветили его в нашей рубрике, пожалуйста, оставляйте это в комментариях. И все, не женатики. Гайд мы вам составили. Слушайте, внимайте, назидайтесь, наставляйтесь и хорошей вам В женитьбы. этом гайде нет на самом деле никакого гайда. То есть в наших правилах, которые мы озвучили, фактически нет никаких правил. Есть библейские принципы, которых нам надо придерживаться. Ты читаешь Библию, ты смотришь, что Библия говорит, ты смотришь, как Иисус относится к семье, ты смотришь, как тот же апостол Павел говорит о семье. Просто пусть это будет для тебя гайдом. И все, что можно сказать молодым людям, храните себя до брака, храните себя для того самого человека, которого Бог, я верю, одного единственного приготовил в твоей жизни, с которым ты будешь преуспевающим человеком. Храни, дождись этого человека, и потом вместе с ним пройди всю свою жизнь, ты будешь самым преуспевающим человеком на земле. Аминь. Всем пока! Пока.